Сегодня в Национальном архиве Республики прошло торжественное открытие выставки, посвященной 70-летию Великой Победы. Подготовить экспозицию архивариусам помогли члены Российского военно-исторического общества и поисковые отряды Коми. Любовь Лапина расскажет об этом. Такие выставки в Национальном архиве готовят нечасто, а все потому, что объем исторических документов огромен. Выбрать из них самое ценное и интересное нелегко еще и потому, что многие бумажные экспонаты за давностью лет буквально рассыпаются в руках. А потому позади у архивариусов и их помощников долгие месяцы кропотливой работы. Впрочем, оно того стоило, признаются инициаторы. Большая часть документов в Национальном архиве уникальна. Они принадлежат непосредственно участникам Великой Отечественной. Конечно, на наш взгляд, было очень правильно, чтобы современники, молодежь увидели воочию, как выглядят документы, которые зачастую они встречают в произведениях, называются в кинофильмах, то есть те же самые наградные документы. А еще представлены письма с фронта, извещения о пропаже без вести, похоронки. Впервые на выставке и карточки наших военнопленных, которые находились в Германии. Разбавляют архив находки поисковиков из отрядов «Северная звезда» и «Возвращение». На стенде все то, что было найдено на местах боев. Гильзы, каски, монеты. Есть и сохранившиеся фрагменты вооружений, и даже бытовые предметы, к примеру, какая-то расческа. Ее нашла Наталья Сиренева. Студентка-медик на раскопки выезжает уже на протяжении 5 лет. Говорит, в среднем за вахту их отряд поднимает по 15-20 бойцов. Очень сложно это эмоционально передать. Первый эмоциональный момент — это когда находится просто боец, даже еще не знаешь, там будет имя, не будет имя. Уже само по себе поднятие бойца дает какие-то эмоции. Когда находится медальон или какая-то именная вещь, тут дополнительные эмоции. Когда открывается медальон и видишь, что он не пустой, что там что-то есть, еще какая-то порция дополнительная. Девушка говорит, прочувствовать по-настоящему всю боль войны можно лишь там, на вахте памяти. Но связь времен продолжают и такие выставки. Экспозиция в Национальном архиве проработает до 8 мая. Вход для всех желающих бесплатный. Любовь Лапина, Василий Янин, телеканал Йорган, Сыктывкар. В столице Коми вновь зажгли вечный огонь. Напомним, неделю назад его поместили в специальную капсулу хранения, чтобы реконструировать мемориал. За это время газовики заменили чугунную чашу на бронзовую и обновили оборудование внутри комплекса. Право зажечь пламя было предоставлено ветерану Великой Отечественной Василию Стрекалову, ученику 12-й школы Алексею Масютину и начальнику аварийно-диспетчерской службы Николаю Мартынову. За церемонией наблюдали сыктывкарцы и гости города. Это правильно, заменить чашу. Это очень молодцы, кто это придумал. Да, это неожиданно, потом еще теперь простоит 100 лет. Кроме того, в рамках республиканской акции частички вечного огня были отправлены в города и районы республики, чтобы дойти до всех памятных мест. Мы создали интерактивную карту этих памятных мест, и эти места, которые описали ребята, сегодня разошлись в 20 муниципальных образований нашей республики Коми, и уже надеемся, что участники, которые приняли участие в описании этого памятника, в приведении его в порядок, зажгут эти огни на своих обелисках в муниципальных образованиях, селах, деревнях. Сейчас в интерактивной карте около 200 памятных мест. В планах общественников выпустить к 9 декабря, ко Дню Героя Отечества, печатную версию альбома.